Яряда сувада, ширешку озада, каша сюка тварчада, кире медведь и мада. Мордовский язык, родной язык, для меня это частичка моей души. На мордовском языке я произнесла свое первое слово. На мордовском языке я услышала частушки, дразнелки, потешки, которые рассказывала мне моя бабушка. На мордовском языке я призналась в любви своему любимому человеку. И мордовскому языку я научила своих детей. Я работаю в начальной школе учителем начальных классов. Но, к сожалению, у нас в последнее время наблюдаются смешанные браки, и дети у нас почти не знают мордовских слов и плохо разговаривают. Поэтому главная задача наша, чтобы наши дети знали наш мордовский язык, и на занятиях объединения «Моя малая родина», руководителем которого я являюсь, я с детишками учу песни мордовские, частушки, выступаем на конференциях для того, чтобы дети знали свой язык, свою культуру. И все-таки благодаря культуре, это в первую очередь, дети хотя бы знают многие слова. Для меня мордовский язык – родной язык, и я стараюсь его сохранить. Я вышла замуж за мордвина, и, конечно, мы дома разговариваем на мордовском языке. Также на мордовском языке я разговариваю и дома со своими родителями, со своей бабушкой. И сохранение языка для меня является очень важным, поэтому, когда у меня будут дети, я обязательно научу их разговаривать на родном мордовском языке. Выхожу и начинаю, и скажу, откуда я, из колхоза «Авангарда», из села Кильдюшева. Мой милказе самарца, я кайпиша панарца, а монерян велеса, юбказе кота келеса. Наше платье вот первый раз у нас появилось на День села. У нас тогда на Петров день в нашем селе был первый праздник. Тогда праздник сел устраивали. Да, Петров день. Вот Марина Павловна, я были мы в составе, но до сих пор мы состоим в составе группы Лаймани. И эти костюмы сшили, приурочили этому празднику. Монмокшен келезе, сем бадамазы, пек мазы йокстень бабазе казнись. Пек мазы морот тень авазе морсесь, павазу эряв максом стень йорсесть, тевда ав кекшнян, тевда ав пелян. В этом стихотворении говорится о том, что мордовский язык, он очень светел. И каждое слово идет из глубины веков. Каждое слово зажглась, словно звездочка на небе. И пусть ни одна из них не погаснет. У меня библиотеку посещают люди третьего возраста, уже пенсионерки. Им тоже очень интересно. Я предложила, давайте будем учить стихи на мордовском языке. Ой, нет, мы не сможем прочитать даже. А я говорю, вам уже перевела на свой лад. И вот я раздала. Они читали, мы записывали на камеру, я выкладывала это в социальные сети «Одноклассники», я веду там свой аккаунт библиотечный, Кильдюшевская поселенческая библиотека. И каждый такой видеоролик с чтением на мордовском языке несколько тысяч просмотров набирает, люди пишут отзывы, благодарности. Все же мы какие молодцы, Людмила Николаевна, да? На нас энтузиазмах все это держится. У мордвы на каждый праздник пекут какую-то определенную выпечку. Вот, например, на Рождество у нас пекут маленькат. Это кусочки теста из сдобного теста. Пекут их в печке. И только от Рождества до Крещения. В другое время это уже нельзя печь, а то град побьет посевы. На половину поста пекут из теста крестики. Крест-накрест, полоски теста. Но они были сюрпризом. Там была начинка. Это была припрятана там или монетка, или орешек, или даже шерсть овечья или коровья, например. И
раздавали детям, там соседи приходили, кому что попадется. Если монетка, значит богато будешь жить. Если орешек, значит сытно. Если овечья шерсть попадется, например, значит у тебя будут успехи в выращивании овец, ну и так далее. Как у всех православных христиан, в том числе и мордва, на Пасху готовят куличи. Этот кулич должен обязательно быть освящен в церкви. Потом уже после освящения в церкви его делят, едят все члены семьи. А один кулич оставляют на столе до следующей Пасхи. Он должен стоять на столе, находиться на столе целый год, до следующей Пасхи. Также у нас на Пасху в вербное воскресенье наряжают веточки вербы, украшают. Их также освещают в церкви, а потом помещают в углу, где иконы. Они тоже находятся у нас целый год, до следующего вербного воскресенья. Эти веточки вербы у нас считаются оберегом, потому что верба у мордвы – это дочь богини ветра Варма-Авы. И чтобы задобрить эту богиню Варма-Ава, которая характеризуется своим крутым нравом, может нанести ураган, принести во время пожара, может раздуть сильно огонь. И поэтому, чтобы задобрить, вот веточки украшают цветочками и ставят в красный угол. Это крахмал шенякс. Ее изготавливаем из крахмала. Рецепт у них есть. Мы делаем вот 200 грамм крахмала. Туда наливаем молоко 3 стакана. Ну, когда даже 3 стакана нету. Одно яйцо. Это на 2 порции так. И печем как блины. А потом режем мелко на мелко. Ставим, ну, в кастрюле ставим, ну, раньше печку ставили, а сейчас в духовку. И молоко наливаем, и опять это молоко сбиваем с одним яйцом. Наполняем до краев и, ну, держим это горячим. Не горячим, да. И добавляем еще сливочное масло. Потом подливаем с молоком до краев. Kuličajnik, ko damo mazi, kuličajnik, kada kiš mazi. Моране, зеладене, лемазатысяк, ладене и мораса, мельниченявку.